Жопа была бы моим путешествием без людей. О, где сплав, как говорится, и где я? Это вот расстояние в экватор длиной. Ну, комары, конечно. Комары просто молодцы. Чтобы матом орать на ленские столбы. А я орал. Что я показываю, как на самом деле живут люди. Не все, конечно, естественно, не все. Это вы что, с рислинга так накидались? Буран не знаешь? Буран, конечно. Махта. Все, работаем. Всем привет на канале Отмороженной. Сегодня у нас супер классное интервью. Наш гость — это фотохудожник, художник, путешественник, автор классного YouTube-канала Петенька Планетка Петр Лавыгин. Ребят, я спешу на встречу с ним. Самое интересное, он в составе группы блогеров на Пакрафтах преодолел порядка 130 километров по Лени. Это на самом деле очень-очень-очень серьезное расстояние. Мы сегодня узнаем о деталях этого путешествия и вообще о планах Петра. Ребят, погнали! Сегодня у нас будет необычное интервью, так как штатива у меня нет, у меня есть только ручная камера и, собственно, гость очень классный на заднем фоне. Меня в кадре сегодня не будет, я буду задавать вопросы, и мы будем слушать, что же нам скажет Петр Лавыгин. Так, давайте начнем. Петя, давай начнем с того, что когда ты ехал, ты в сторис говорил, что тебя ждет жопа. Жопа ждет вообще. Ну как? Что? И как бы жопа меня дождалась. Я не говорю сейчас про Якутск и Якутию, а то еще неправильно поймут. Исключительно про вот эту всю авантюру со сплавом. О, где сплав, как говорится, и где я? Это вот расстояние в экватор длиной. Да, все, так. Отлично. Ну, давай теперь эмоции чуть-чуть позади. Понятно, сплав дался тебе нелегко. Да нет, как ни странно, легко. Я прям сам удивился. Как-то все даже отстали. Приходилось ждать этих людей. Черепахи какие-то плывут, я не знаю, нормально все. Ну, судя по тому, что ты в Якутске, они еще в пути. Ну, так вот сложилось. Я просто как вот лазейки нахожу, чтобы вот все. Ага, так. Хорошо, расскажи, какие вообще впечатления у тебя о Якутии, летней Якутии? Летнюю ты же впервые увидел. Летнюю увидел впервые. Поставлю ее на второе место, почетное второе место после зимней Якутии. Потому что зимняя Якутия мне понравилась больше. В общем-то, что хорошего? Во-первых, хорошо, что мы посмотрели реально районы, в которые я вряд ли когда-либо побываю самостоятельно. И это совершенно точно, я в них просто не поеду. У меня нет таких организаторских способностей, чтобы это сделать. Вот. Глубинка. Якутск, ну, классный город, все молодцы. Но как бы вот так, чтобы заехать еще вглубь, чтобы люди жили на острове, чтобы ты подплываешь на лодке и в тебя там стрелы летели. Такого не было, сразу скажу. Но, тем не менее, вот... Ну, комары, конечно. Комары просто молодцы. Просто молодцы. Я сейчас могу задрать штанину свою запыленную. Покажи. И там прямо не задирается. Я в специальном костюме антикомарином. Так они все равно как бы пробили его. И там просто, знаешь, как у наркомана, вот так вот все просто в укусах. И в каждом, ну и патриотизм хороший, здоровый, классный патриотизм. Сохранение национальных традиций у русских, которые живут в Якутии, свои как бы чтят, все молодцы, книжки там издают с аккордами аж по своим песням. У якутов, смотрите, как я правильно произношу, ставьте лайк сразу за это уже. У якутов, значит, свои традиции, как бы там какие-то колхозы организуют, все, там зеленые зоны, красавцы просто вообще, все, нечего и говорить об этом. Так. Отлично. Так, ты прям начал говорить так много про Якутию, что я аж дар речи потеряла. Тебе понравилось, одним словом? Мне она изначально нравилась. Я как бы, если бы я был здесь первый раз, 9 лет назад, и в жизни бы не поехал сюда второй раз, если бы мне не понравился первый. А есть такие регионы, где, знаете, не хочется возвращаться. Слушай, у тебя канал вообще посвящен путешествиям, но без людей твои путешествия бы, наверное, не были. Жопа была бы моим путешествием без людей. Каких людей здесь ты встретил? Здесь я встретил людей разных. У некоторых такие раскосые глаза, у некоторых прямые. И это совершенно не зависит от того, гостеприимные, везде они гостеприимные абсолютно. Единственный минус в том, что вот что мне не понравилось, но это, к сожалению, вещь, которую нельзя избежать.
что во время там 34-километрового сплава эти люди, они тебе сильно не встречаются на воде. То есть для этого нужно приставать к берегу, то есть, соответственно, но пока ты это расстояние по воде не преодолеешь, этот весь многогранный якутский мир, он для тебя не откроется. Поэтому людей было, ну, скажем так, процентов на 70 меньше, чем обычно в моих поездках, но тем не менее. Ну вот ты в одном из своих интервью говорил о том, что в Исландию ты, скорее всего, не поедешь, потому что, ну, ты не будешь восхищаться так Исландией, потому что там мало людей. Там мало людей, и я как бы по природе не особый спец, то есть я же не Пришвин вам какой-нибудь там с Паустовским, чтобы матом орать на ленские столбы, а я орал. Вот. То есть у тебя мировоззрение поменялось? Нет, оно не поменялось, просто, ну, это реально красиво. Ну, я же все-таки человек, не лишенный какой-либо эстетики. И если красиво, красивый бэкграунд, я скажу, что это красиво, я не буду врать. Да, мне хотелось бы, чтобы какая-то более такая движуха была на фоне него, но нет, так нет, извините. Давай тогда пару слов о твоем канале «Петенька Планетка». Как ты вообще его сам характеризуешь? О чем это? Авантюрный трэш, назовем его так. Хотя трэш это как бы так мусорка по-английски. Не совсем правильное слово. Вообще, на самом деле, это про приключения. Про импровизированные приключения. Но в поездках либо ты пишешь заранее сценарий, по которому эти приключения у тебя будут развиваться, либо ты ложишься на импровизацию. Вот у меня все обычно на импровизации. То есть, и это, конечно, в разы сложнее, чем сделать какую-то заготовку. Ну и, в общем-то, вот и все. То есть, получается, ты к своим путешествиям вообще никак не Вообще не готовишься? готовлюсь. То есть вот если бы не было вот этого там какой-то очередного этапа блогера под рюкзаком, я поехал бы в Якутск и уже тут бы начал что-то высасывать из пальца, и наверняка что-то бы получилось. Что-то бы получилось иначе, чем получилось бы у нас, как бы мы говорим уже в прошедшем времени. Но тем не менее, то есть... Ну, ты сам сказал, что часть твоего блога — это трэш, да? Это, получается, некая провокация, ты выводишь людей или нет? Это провокация в том плане, что я показываю, как на самом деле живут люди. Не все, конечно, естественно, не все, но если мы возьмем, условно говоря, Пизанскую башню, да, в Пизе, я не уверен, что все жители Пизы каждый день ходят в Пизанскую башню. Но если будут жители Пизы нагромождены внутренним таким патриотизмом, и я приеду к ним в город и Пизанскую башню не покажу, они скажут: что же это вы не показали Пизанскую башню, как так можно? Я спрошу их: а вы сами-то вообще ходите туда что, каждый день, что ли? Вам-то зачем это надо? И также в любом российском городе. Мы не ходим в Москве в Кремль каждый день, мы не ходим на Красную площадь, нам это нет необходимости в этом. То есть, и я, естественно, никогда не буду заставлять туристов, которые приезжают в Москву, чтобы обязательно во всех отчетах о Москве был Кремль. Во-первых, нам, москвичам, просто пофигу, начнем с того, а уже, ну и там... Поэтому я про что вообще начал-то? Про жизнь. Да, я показываю реальную жизнь, как живут люди. Вышел парень погулять с полуторалитровой бутылкой пива. И как вот он провел этот день. Среднестатистический парень. Какие приключения ему встретились? Я лишь рассказчик за кадром. Мне даже очень удобно, когда я не главный герой, когда я, выполняя роль оператора, я что-то дополню как бы закадровым голосом, где-то что-то и так далее. И это все складывается в единую историю. Если в этой истории есть начало, есть сюжет, есть концовка, вообще отлично. Не всегда так бывает. Ну, то есть на первый план выходит человек, выходит ситуация, но... Есть человек всегда, да. И я очень рад, что мне всегда в комментариях пишут: где вы таких персонажей находите колоритных и калорийных одновременно? Ну, получается, этот колоритный персонаж — это же не образ всего населения. Не образ всего населения. И я еще скажу, что таких очень сложно найти. Это как бы... Попробуй-ка сделать этот кастинг онлайн, да, когда тебе пишут с разных городов там, или с того или иного города, в который ты собираешься. И вот я вам сейчас все покажу. На онлайн очень сложно вот эту жемчужину в этом человеке увидеть. Очень много реально совершенно там счастливые случаи бывают, когда человек вот встречается на твоем пути, и вот он становится прямо, и зрители его принимают как своего. Про что вопрос был твой? Да сама забыла, ты прям унес своим течением речи куда-то далеко. Лена сказывается, да. Лена сказывается, и комары, бессонные ночи. Так, мы говорили о людях, о том, что не все такие, на самом деле, это единично, надо найти такого человека. Ну, потому что, опять, я продолжу тогда, да, естественно, что
И еще опять же в комментариях пишут: вы не могли нормального найти, что ли? Да нормального никто смотреть не будет. И вы, кто этот пишет комментарий, в том числе не будет на этот человек смотреть. Это скучно. Нормальный — это скучно. Нам нужно, чтобы все как бы буйство красок, буйство эмоций, вот это все как бы энергия шла из человека. Пусть он покажет что-то не так, он покажет свою жизнь, он покажет видение своего города. И точнее даже свое видение того или иного города, будь то Якутска, Владивостока, Тбилиси и так далее, какого угодно. Естественно, оно, возможно, будет не соприкасаться там никоим образом с вашим. Но потому выбрали его, а не вас, вот и все. Слушай, ну получается, ты зависим от мнения аудитории. Если бы наоборот аудитория: так, мы хотим нормального, покажи нам, как есть, как среднестатистически. Среднестатистического Ты бы нет. пошел Вообще на нет поводу. не среднестатистического. Нет. Это возврат, почему мы не показываем Кремль в Москве. Почему мы не показываем Красную площадь. Ну вот Орел и Решка показывает, допустим. Потому что «Орел и Решка» — телевизионная передача, у них есть формат, в который они обязаны уложиться, а надо мной не стоит никто. Я сам себе, я все как бы сам финансирую, я сам все монтирую, я сам все выпускаю в эфир, и все шишки или похвала, она идет только мне, поэтому Ну то есть мнение аудитории для тебя не так важно. 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 Нет, я не буду отрицать, оно важно, конечно, то есть я на основании этого я понимаю, что ей заходит, что ей не заходит. И, естественно, мне хотелось бы двигаться в сторону того, что ей заходит. А еще лучше просто двигаться в ту сторону, что ее эмоционально укалывает. Может не нравится, пусть они хоть там эти дизлайки обставятся вообще. Но важно, чтобы у человека был порыв высказать свое мнение в ответ, был порыв написать комментарий, был порыв высказать вообще любую свою эмоцию в ответ на то, что я ему предложил. Мгм. А если будет вот критика, прям много такой негативной критики, ты прислушаешься или... Ну, если я хочу, чтобы в моем государстве присутствовали разные мнения, и я мог голосовать там за того, за кого я хочу голосовать, значит, я должен учитывать это и на платформе Ютуба, соответственно, да? То есть я вынужден. Единственное, если человек умеет это высказать без оскорблений, там, в мой адрес, без оскорбления в адрес тех, кто в кадре, без оскорбления, если он может достаточно интеллигентно высказать свою позицию, которая, может быть, не сочетается со мной, why not? Мгм. А то, что касается других travel-блогеров, ты кого-нибудь смотришь вообще сам? Я вообще не смотрю, потому что я сам контент-мейкер, и мне нужно производить свое. Я смотрю Леонида Парфенова, это тот персонаж, который вот прямо выходит серия, я не откладываю на вечер, там, ни на какое на дальнее число, я смотрю сразу же, как она выходит. Это единственный канал, и человек, чье творчество мне реально очень сильно импонирует. Я смотрю какие-то вещи по футбольной тематике, потому что сам являюсь большим футбольным болельщиком. Вот. А travel я смотрю, ну, иногда могу себе позволить что-то на беговой дорожке, когда сильно что-то хвалят. Ну, чисто посмотреть, а за что там? Что там? Да ладно, я ж круче, ну все, молодец, побежал дальше. Слушай, а вот корона, она как-то ударила по твоим приключениям? Наверное, нет, я не могу сказать, потому что... Наверное, вот за минувший год канал пережил на самый большой рост. Но это всегда это нормально, в принципе, потому что чем это геометрическая прогрессия, это хорошо. Вот. С другой стороны, да, мы больше сосредоточились на России. Ну, то есть я имею в виду travel сегмент, что нам пришлось больше ездить по своей стране. Нам больше пришлось там обратить внимание на страны там Средней Азии, потому что они более открыты в плане всяких ковид-предостережений. К сожалению, да, закрыта там Европа, закрыты классные страны Азии, частично закрыты страны Африки. Ну вот, например, мы слетали в Колумбию в феврале, и было здорово, как бы не особо мы почувствовали. Ну, был там комендантский час там с 11. Но до 11 какая жизнь зато. Ух. Ясно. Слушай, а то, что касается России сейчас, куда ты планируешь поехать? О, Ну, или на самом деле я понял, что есть какие-то определенные темы, которые интересны зрителю, я их называю кликабельные темы. То есть то, что зритель, ты можешь как угодно это снять, но зритель все равно, потому что ему эта тема интересна. Если я, например, сниму Москву, все будут все равно смотреть, как бы я ее не снял, но Москва огромнейший город и очень многогранный, его не снимешь в одной серии, это бессмысленно. Естественно, будут довольны, недовольны и так далее. Я сейчас ближайшее съезжу в цыганский табор в Татарстане, потому что тема цыган очень сильно заходит и мне, как автору, и зрителю. Вот. Если тем более очень сильное погружение, если есть там свои люди, которые готовы принять тебя там, то это вообще отлично. Я хотел бы после
получения последней дозы прививки съездить в Грузию, потому что Грузия хоть и достаточно популярное направление, но тем не менее за последний год-полтора была забыта, потому что немногие себе могли позволить туда поехать. Страны вообще просто, страны Закавказья, они всегда заходят, это тоже. То есть важно как бы сделать акцент на то, что заходит, потому что даже если ты едешь в страну уже по третьему-четвертому разу, и если эта страна реально многогранна, она тебе даст новые какие-то штуки в твое творчество, которые ты не показывал ранее на канале. Слушай, а где в России тебе больше всего понравилось? Я сам родился в столице Золотого кольца, поэтому все-таки мне, как бы ни была прекрасна Лена, мне все равно Волга ближе. Мне очень приятно такие города, как Суздаль, Владимир, Нижний Новгород, Кострома, Ярославль. Мне приятен Санкт-Петербург, это реально классный город со своей атмосферой, гораздо более сильной атмосферой, нежели Москва. Мне приятен Ростов, потому что это, ну, как бы, когда ты рождаешься в одном регионе, да, то есть тебе хочется, ну, то есть Ростов, он вроде как русский город, но в то же время он южный русский город, и он сложен совершенно по-другому. Несмотря на мое вероисповедание, мне не совсем комфортно в странах там, нашего Северного Кавказа, которые, я не скажу, что движутся в правильном направлении, но это как бы это их дело, то есть вот в систему какой-то там достаточно строгой исламизации как бы никто не осуждает. Опять же, мы говорим, что каждый имеет право на свое собственное мнение. Всегда, если бы ты мне задала этот вопрос не здесь, в Якутске, да, а там год назад, я бы всегда сказал Якутск, да, потому что по мотивам там, моего первого посещения мне этот город очень зашел. Ну вот, пожалуй, наверное, из российских, да, это все-таки все западная часть страны, и если брать самый Дальний Восток... Много где на Дальнем Востоке вообще был? Я много где был, я был в Хабаровске, я был в Комсомольском на Амуре, я был во Владивостоке, Благовещенске, и, ну, в основном это такие города с таким русским лицом, да, а здесь реально вот такое, вот, даже не поворачиваю камеру, я просто опишу. Идет дедушка, вот прямо видно якут, что-то там подвыпивший даже хорошо. Видно, зеленая зона здесь не действует. Что-то раз, сейчас может нам подойдет, вот, познакомимся все, как дела. Явно подойдет. Ты пальцем тычешь очень яро. Нормально. Слушай, знаешь, такие персонажи, вот так они и находятся. Понятно. Слушай, ну а где тебе не понравилось? Наверное, есть такое место. Я не хочу говорить, что мне не понравилось в Грозном, чтобы потом не извиняться. Но на самом деле, блин, понимаешь, вот такая штука, на мое восприятие очень сильно накладывается мой личный статус. То есть когда-то я там начинал там YouTube, да, меня никто не знал там. Ты приезжаешь там в какой-нибудь Ташкент, и тебе никто не встречает тебя. А сейчас я приезжаю в любой город, у меня в любом городе есть там 10, там 15, 20, 25 подписчиков, которые готовы показать, как бы все от широты души, все как бы все сделать контент, молодцы. И в Грозном я был, когда и у меня еще не было такого вот, не могу сказать ажиотажа вокруг меня, да, но не было вот какой-то статусности. И вот это вот кавказское гостеприимство, я в Грозном его абсолютно не почувствовал. Как почувствовал, например, его там в Махачкале там, через 2 года, где там всем были мне там рады, и все бы, или там во Владикавказе, или в Назране и так далее. То есть, ну, правда, я не хочу там обижать Грозный, хотя я не очень люблю вот эти новые города, отстроенные заново, и хорошо, что его отстроили, вот, потому что это лучше, чем война в любом случае, да. Вот. Что я все про Грозный-то говорю? Давай другой какой-нибудь город. На Дальнем Востоке. Комсомольск на Амуре мне вообще не понравился. Вот просто. Вот, о чем город? Причем меня туда специально пригласил подписчик. Я пролетел до Хабаровска, еще потом 5 часов до Комсомольска на Амуре. И я ни хрена не понял, о чем этот город и зачем меня туда позвали. Угу. Слушай, ну а когда ты вообще начал путешествовать? Ты же художник, фотохудожник. Я и сейчас фотохудожник, да. Я начал путешествовать, был 10 или 11 год. Мы с другом поехали в Индию, и вот как так началась карьера с тех пор. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы что, с рислинга так накидались? Они меня кидали. Кидали? Конечно. Вы до дома дойдете? Да? До дома дойдете? Я не здесь.
Комароз на груди. Якутский. Be careful. Продолжим. Я просто раньше начал фотография и текст. Вот. А потом начал видео заниматься. С 16-го года. Вот. Бураном исходит. Буран знаете? Буран, конечно. Снегоход. Вот так вот. Ну что же, на этом наше интервью можно считать законченным. У нас замечательный сегодня был в гостях человек. Как вас зовут? Ярик. Петр. Был прекрасный человек Ярик, поделился своим мнением, и мы много реально узнали об этом замечательном регионе. Спасибо, до свидания. Ребята, напомню, что у нас гостем был потрясающий Петр Лавыгин, Петенька Планетка. Если вы не подписываетесь, подписывайтесь на его канал. Я проверю. Да, человек проверит, если этого не сделали, то приедет, да, и поговорит. Вообще, снежками закидаю в декабре. Но мы ждем, слушай. Мороженое кормлю. Все, ребят, всем спасибо, всем всего самого крутого. Приезжайте к нам, если вы не из Якутии. Оставайтесь у нас, если вы местные. Ну что, все? Молодцы.